Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что или кто к вам спешит. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте, думайте только о себе. И мы начинаем. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Продолжаем наш расклад. Сейчас думайте о себе, никого не загадывайте. Мы посмотрим, кто вы, кто пришел на расклад. Ваш портрет. Очень приятный человек пришел. Здесь момент, что-то разрушено в вашей жизни. Вы вообще человек такой, который, уходя после себя, оставляет пепел. Вы знаете, уходите навсегда. Не возвращайтесь к прошлому. Также вот просто с волей отпускаете. Что-то еще, может быть, не перегорело внутри, что-то еще осталось. В то же время здесь могут показывать разбитое состояние, усталое состояние. Также здесь какие-то надежды в вашей жизни, может быть, разрушились. В то же время здесь кто-то давал обещания вам и не исполнил что-то, да, о ком-то надежды разрушены, тоже может быть. Вы надеялись, а человек разрушил какие-то ваши мифы. Здесь показывают конкретно женщину. Здесь женские энергии. Здесь, скорее всего, пришли большой процент женщин на расклад. Но еще можно сказать, вы женщина, которая не будет никого слушать. У нее есть свое мнение. За ней последнее слово. Вы еще та женщина, которая долго терпеть не будет. Вот бывают, люди терпят годами, десятилетиями, вы же нет. Вы отрубаете, идете дальше. Вы даже, не совсем, да, есть у вас сердце, по себе тоже теплое. Но вот мечевая, если бы королева, да, была, это женщина, которая, может быть, и долго держит обиду, а в то же время она... Если уже отпустила, то это навсегда, да, и она может оставить обиду. Но тут еще может даже злиться долгое время. Вы же вот все же сожгли мосты и все, да, как будто этого и не существовало. Принятие какого-то решения сейчас может идти, или все же вы о чем-то думали, но уже решились. На данный момент... Есть кому-то недоверие или вообще по характеристике вы женщина такая, которая недоверчивая, потому что много чего было сложено на ваших плечах в жизни, что связано с обманами, может быть, сложностями, и вы не верите. Даже в трудную минуту никто не помогал, как будто бы вы сами выкарабкивались. Знаете, на самом деле вам и не сложно, просто обидно. Обидно, что никто не помогал. А потом, когда становится лучше, да, сразу все объявляются в одночасье. Здесь верующий человек может смотреть. Человек, который... Женщина, которая умеет защищать свои границы, которая умеет красиво ответить. Вы устали. На данный момент здесь чувствуется усталость, выгорание, терпение у кого-то на что-то лопнуло. Стремитесь уже изменить свою жизнь, поменять ее иначе, нежели сейчас. Даже здесь кто-то, может, думает, сменю я обстановку или место жительства, или работу, или себя изменю, и все в моей жизни изменится. Здесь какой-то предпосыл идет от высших сил. То есть уже сейчас какие-то предпосылки идут на заготовку вашего будущего.
Что-то несется в вашу жизнь, причем вы можете находиться, а может то, а может это, а может пятое, десятое, о чем-то думать. Человек вы такой, люди вас вот конкретно могут замечать как двухличное или одевайте маску. В то же время здесь есть момент неопределенности, когда вы еще не определились, сами себя можете качать в каких-то качелях, иллюзиях, мыслях, накрутках. Знаете, вы уже что-то завершили, и вы понимаете, что уже хуже быть не может. Уже куда хуже, уже все прошло. Огонь, воду и медные трубы. Да, возможно, даже все двери ада. Слушайте, здесь момент идет или переезд с семьей куда-то на другую территорию, или человек, который вас куда-то поведет, заберет. Может, даже переедете с этим человеком или к этому человеку. Момент чувств, эмоций, любовь идет в вашу жизнь. Тут уже будущее пошло. Конкретно, что касается еще вашей характеристики, вы человек очень веселый, оптимистичный. Старайтесь сами не негодовать, не плакать, да, вот как-то себя самостоятельно опять-таки вытаскивать из каких-то депрессий, тяжелых ситуаций или серых мыслей каких-то, да, туч. Человек, с которым всегда можно договориться, построить нормальные отношения. Просто люди не те попадаются в вашей жизни, которые, как вы считаете, портят вам настроение, портят вашу жизнь. Возможно, да, после кого-то, после какого-то человека в вашей жизни произошла окончательная трансформация, как вы можете говорить, окончательно поменялась, окончательно приняла какое-то решение. Также здесь момент ваших изменений идет, больших изменений. То есть вы уже сейчас очень сильно можете даже похвастаться какими-то достижениями в своей жизни. Или же очень много в вашей жизни было трансформаций, переворотов, изменений. Вы изменились очень сильно, даже внешне поменялись. Здесь может быть даже, вот вы можете смотреть на себя в зеркало и думать, что я устала выгляжу, хуже выгляжу, надо что-то делать. И опять на трансформации. Или же вы чувствуете, что вы поменялись в лучшую сторону. Это даже могут быть и черты вашего характера. Вообще человек, который безграничен, у вас нет границ, в то же время вы не боитесь рисковать, вы не боитесь... Вот как в омут с головой, да, вот так вот резко принять решение и решиться на что-то важное. Вы не будете обмусоливать, вы скорее вот сразу быстро даете ответ или принимаете решение. Вас показывает человека активного очень, который не любит тянуть кота, как говорится, за одно место. Вы вот сразу без лишних каких-то переживаний, стремлений рветесь. Рветесь в бой, рветесь к новым горизонтам, к переездам. Резко вот решила и все, и пошла. Долго не рассусоливайте. Да, здесь женщина смотрит. Тут еще и тайная жрица выходит. Она же и верующая, она же может обладать какими-то... Вот здесь двояко. Вы можете владеть темными силами, вы можете владеть светлыми силами. Вы можете ту или иную, другую вернее, энергию использовать. И причем это вот работает и те силы. Знаете, тут женщина с очень хорошей интуицией, поэтому, скорее всего, вы быстро принимаете, даже интуитивно, я бы сказала, принимаете решения в своей жизни. Даже вот какие-то кардинальные, резкие. Принимайте по интуиции. Вот сердце так сказала, я так все собираю, все делаю. Интуитка очень сильная. Чувствуете, где закопаны деньги, где можно заработать. Также здесь женщина, которая вот может призывать к себе деньги. Ритуалы делаете на деньги, да, и у вас работает. Вот, скорее всего, сюда сжигание чеков пойдет.
Это очень хорошо будет у вас, да, правильно, работать. Также человек вы такой, который часто вот какой-то тренд, да, и вы можете иногда загораться какими-то трендами. Вот сейчас в моде то, все носят то, и вам тоже хочется попробовать или хотя бы подержать в руках. Здесь показывают яркую, такую вольную женщину. Вас нельзя держать дома взаперти. Вам нужна свобода. И в отношениях вы любите тоже свободу. Но определенно у вас есть какие-то границы, да, лимиты. Но опять-таки говорю, вас сдерживать нельзя. Вас когда сдерживаешь или запрещаешь что-то, вы можете делать или назло, или еще лучше. Знаете, вас закалили какие-то обманы. Вас обманывали в чем-то, и вы тем самым, я бы сказала, даже закалились, как сталь, улучшились в чем-то. Это касается именно денег, именно кому-то помочь и так далее. Сейчас, наверное, уже просто говорите, никому я сейчас помогать уже не буду, всем напомогалась. Теперь я буду думать о себе. Чего-то вы ждете, именно прихода каких-то денег. Вам в чем-то не хватает, вы чувствуете безнадегу, может быть, или разочарование в деньгах. Здесь, может быть, даже не удовлетворены сегодняшним, например, зарплатой своей не удовлетворены, вы хотите больше. Вы незаслуженно, да, вы считаете, что я незаслуженно получаю такую зарплату или имею столько денег, я заслуживаю большего. Очень много переживаете и о любви. Здесь, кстати, денежная энергия перекрыта у вас. Перекрыта. Здесь идет информация, что денежная энергия перекрыта из-за какого-то прошлого человека. Вот как будто человек с собой забрал, и у вас вот как будто бы все повалилось. Я вот как-то говорила в одном из видео, бывает, что когда кто-то уходит, у того человека начинает всю жизнь вот как будто разрушаться. Да, человек тоже имеет какое-то сильное влияние, сильную энергию, которая могла на вас как-то повлиять. Также здесь могла быть сильная завязка между вами. И вот когда человек ушел из отношений, да, вот как будто бы что-то рухнуло. Но я скажу так, что-то рухнуло, но что-то выросло, да, или получилось в вашей жизни, или удалось. Так это скажем, появился в жизни у вас какой-то шанс или стимул. Момент движения вперед. Вы не остались на месте, не стали, как говорится, тянуть себя в болото, плакать, да, вот как-то переживать уже дальше, продолжать губить себя или еще что-то. Бывает, люди спиваются, скуриваются, еще что-то, а вы нет, вы вот все же взяли себя в кулак. Но уже, да, у вас есть сомнения насчет будущих отношений или вообще в целом о противоположном поле. Вот так вот может быть. Так, если проигрывает с вами портрет, давайте смотреть же дальше. Что или кто к вам спешит? Думайте сейчас только о себе, никого не загадывайте. Слушайте, у вас здесь еще один урок идет, жизненно важный. Это касается какой-то мужчина, здесь момент проучит вас или все же, знаете, вот подаст какой-то сигнал. Причем мужчина здесь не касается дела любви, отношений. Здесь может быть даже или конфликтная ситуация, или откроется какая-то тайна через мужчину, может, скорее всего, которая вот вас еще больше взрастит ваши силы. И здесь момент, да, человек вам что-то такое скажет, ляпнет, может даже неприятное, но это идет к вашим изменениям и переменам в жизни.
Знаете, здесь вот как будто бы еще на что-то настолько откроются глаза или вылезет какой-то скелетик из шкафчика от какого-то человека, который на самом деле навсегда поменяет вашу реальность, жизнь. Вы начнете по другим углом на что-то смотреть. Здесь, кстати, может быть даже вот какая-то ситуация перед вами случится. Даже у кого-то, но что-то такое крупное, большое, на что открывается у человека вау, вот так вот глаза. В какой-то степени здесь есть доля разочарования. Знаете, вот как будто бы что-то от вас скрывалось уже долгое время, но вот это как чирь, да, это как прищ. Вот он рано или поздно, да, вот этот вот гной, как говорится, вылезет наружу. Вот тут чей-то гной именно, может, из вашего окружения, вылезет наружу, которое расставит все на свои места. И у вас идут из этого перемены большие. Ваши изменения, трансформации. Ваше мнение даже о ком-то может конкретно поменяться. Причем, вот знаете, как на 180 градусов. Вообще просто удивлена можете быть. Перестанете смотреть на общество, да, что думает о вас общество, что скажут люди. Здесь не просто вы взрастите какую-то свою внутреннюю силу, но вы полюбите себя или будете заботиться о себе. Тут может быть что угодно. Процедуры, поездки, выгул до себя куда-то. Или покупка себе каких-то дорогих вещей, может быть, и раньше не позволяла, экономила, все откладывала куда-то. Да, сейчас я хочу пожить для себя. Да, буду теперь думать о себе. Всем напомогалась и так далее. Здесь перед вами открывается какая-то дверь в новое будущее. Это может касаться финансов, новой работы или дорог, переездов. В целом и дорог тоже. Может быть, не ездила никуда, и тут вы поехали, может быть, в новое место, где вы никогда не были. Или вообще, да, человек не был за границей, поедете за границу. Здесь показывают пути решения каких-то. То есть здесь могут быть дела, касаемые каких-то бумаг, договоров, подписей. Да, и это дело разрешится с помощью людей, которые вот стоят вам и подсказывают. Или сходи туда, сделай то. Да, вот какие-то советы дают, рекомендации. А вам это необходимо или нужно сделать для вашего же блага. Здесь показывают, что вы перед кем-то закрываете дверь, но у вас открывается следом другая же дверь, которая вот сегодня с кем-то поссорилась, а завтра, да, нашла себе нового друга или подругу. Или же в чем-то повезло. Вот в чем-то разочаровалась сейчас в одночасье, и проходит какое-то время, вам в чем-то очень сильно повезло. Или вы узнаете какую-то счастливую для себя новость. Здесь, кстати, момент чего-то обучения. Причем здесь может быть просмотр каких-то видеороликов или же знаний, где вы что-то читаете, будете что-то учить, спрашивать, может, как советоваться с кем-то, правильно ли так. Но это касается учебы какой-то. Это связано, опять-таки, с вашим каким-то счастьем или с получением чего-то желаемого по колесу фортуны. Да, вы получите, но не в таком приходе, как вы бы ожидали. Тут сами карты показывают все помаленьку. Да, не нужно торопиться, не нужно быстрее все вот грести под себя или надеяться на очень большие, например, деньги, заработки. Здесь все постепенно. Но идет такой момент, да, будет, но все постепенно, не сразу мигом. Манна с небес посыпалась, например. Нет. Здесь человек в вашей жизни объявится, на которого вы очень обижены, но человек сам понимает, что вы на него обижены. Может быть, даже это бывший мужчина.
Но тут человек осознает свою какую-то ошибку. Да, человек может в вашу сторону как-то проявляться, но я вижу тоже ваше состояние не ахти в сторону этого человека. Вы не очень-то довольны его и поступком, и в целом, вот знаете, даже если человек и попросил прощения, вы все же понимаете, что это за человек. Но лучше, да, вот такое горькое раскаяние, нежели вот так до конца жизни, да, чтобы человек ходил и лгал. Это хуже выглядит, да, в ваших глазах такой человек. Здесь человек вот как будто бы что-то осознал, но вам уже не хочется, вам не верится. Вы здесь, наверное, будете понимать, что люди на самом деле не меняются. Да, здесь какая-то кривда. Человек что-то или скрывает, или таит, или прихорашивается перед вами, а на самом деле не изменился. Вы выбираете здесь себя, здесь выходит сама императрица, вам не очень хочется вкладываться сейчас в какие-то отношения, да, именно здесь женщина, которая нацелена на что-то, здесь женщина, которая стремится к своим каким-то возможностям, получения каких-то прав, может даже и водительских, получение прав вообще в целом на что-то. И здесь показывает еще вас в роли женщины, которая указывает и сама решает, что ей надо, а что в жизни не надо. Хозяйка своей жизни, вот так бы я сказала. Но не просто хозяйка, а здесь женщина, которая чувствует под собой безопасность. Однозначно вы выстроите или забор, или поставите все так, что вы будете от каких-то ситуаций, как раньше были зависимы, а сейчас нет. И поэтому здесь распускаются крылья, вырастают, вернее, крылья. Женщина чувствует безопасность, причем эта безопасность в вас же самих. Вы чувствуете, здесь может быть самодостаточность, самоуверенная такая женщина, которая не боится остаться или одна, или, да, вот у нее что-то однозначно есть. Может быть, какие-то запасы или перспективная работа, да, вот она как-то не боится. Здесь уже вы очень легко показывают, раскусываете обманных людей или предателей, или лицемеров. Такая идет ситуация, что вам придется разруливать какую-то ситуацию, связанную с решением, опять-таки, каких-то бумаг, деловых бумаг, денежных бумаг. Ну, конечно, самой, потому что если кто-то и есть рядом, то это как будто не понимающий в этом деле человек или незрелый человек. Да, то есть вы лучше понадеетесь на себя, потому что вы понимаете, что вы это сделаете намного лучше. Угу. Здесь конкретно вы идете. Вы в мужских позициях, вы в женских. Но вот когда будете решать бумажные какие-то дела, здесь включается мужская энергия. Кстати, здесь идет к вам какой-то конфликт, недоразумение или недопонимание. Ну, опять с человеком из прошлого. Для вас это недоразумение. Да? Зачем ты здесь появилась? Мне оно не надо. А вы куда-то в другую сторону ускакиваете. Человек, может быть, даже хотел бы возобновить отношения ради детей. Или хотел бы отношения ради чего-то остановить. Вернее, не остановить, а наоборот возобновить. Но вы этого не хотите. Здесь отталкиваетесь всеми и руками, и ногами от этого человека. Вы хотите построения каких-то или легких вообще отношений, или серьезных отношений. Да, но не как было раньше. И не с таким человеком. Не надо вам вот этих вот прошлых отношений, говорят карты. Не надо. Здесь ты можешь свою судьбу построить своими руками. Здесь выходит маг. Причем все инструменты у тебя есть, как говорится. Помада, да, косметичка. Накрасилась, оделась, да, и пошла. Вот. Или же хотите вы, будут отношения, не хотите, не будут. Как вы сами этого пожелаете. Причем, если вы захотите, у вас получится. Или познакомиться с кем-то, да, или же построить отношения, любовь, семью и так далее. Опять показывают все у вас, на вас, в ваших руках. Здесь показывают вас за какой-то работой. Причем эта работа связана, возможно, с каким-то творчеством. Это может рисование быть, рукоделие, еще что-то, да, handmade. Здесь показывают, как вас это наполняет.
Но тем самым вас это закрывает от внешней какой-то негативной среды по мечам. Минус 18, 24, 17, 1, 4, 8. Это не случайные цифры, это цифры, даты, может, скорее всего, в которые случатся важные моменты в вашей жизни. Это могут, кстати, быть и чьи-то даты рождения или тех людей, которые войдут в вашу жизнь. Но здесь вот показывает, вы никому не будете уже доверять настолько, насколько раньше. Здесь уже какие-то ограничения ставите, лимиты ставите. Вы продолжаете все же идти, но вы людям не верите. Старайтесь ни с кем не связываться, не заключать каких-то договоров, сделок или совместных бизнесов, например, совместной работы и так далее. Да, здесь идет четкое недоверие и охрана. Охрана того, что у вас есть, охрана своего имущества, сбережений и так далее. Вы не хотите ни с кем делиться. Даже элементарно, я не хочу замуж, чтобы потом после развода все это делить, что я накопила. Знаете, здесь складывается какое-то вообще в целом недоверие и к противоположному полу, еще раз повторюсь. Потому что, может быть, у кого-то был бракоразводный процесс, дележки всякие и так далее. Вы это уже прошли, и вы не хотите снова это повторять. Показывают вас на двух путях, на двух дорогах, когда перед вами встанет сложный выбор, но вы на этот выбор пойдете и быстро примите какое-то решение. Тут может резко прийти какая-то идея по поводу решения какой-то ситуации. Также здесь резко проиграется опять ваша интуиция, которая поможет в решении или в выборе, или вот, да, быть на этой развилке, именно решить что-то в этой развилке. Туда или сюда, направо или налево. Да, с кем-то у вас будет ссора окончательная уже. Вы, кстати, даже на кого-то и накричите. Вы не выдержите. Потому что терпение уже лопнуло. Потому что человек не заслуживает к себе такого отношения. Вот здесь к вам как-то человек относился, и вы понимаете, что я этого не прощу, такого отношения к себе. И скорее вот здесь с таким холодным разумом, с такой конкретикой вы вот что-то можете высказать. А правильно ли это будет, что вы выскажете? Однозначно да. Это защитит какие-то ваши ресурсы, ваши финансы и в целом вообще вас. Вы и есть ресурс, показывают. И показывают, что очень часто, да, вами манипулирует дьявол. Когда перед вами, вот знаете, вы можете попадать в такие дела, как, например, вы совершаете какую-то покупку, потом вы не понимаете, зачем вы это купили, или же разочаровываетесь в этой покупке. Или в последнее время происходят именно такие вещи, когда вы понимаете, а как это произошло-то? Почему я это, да, взяла? Почему я на этом остановила свой выбор? Сами того не понимая. Или же в последнее время, вот что вы покупаете, оно вот какой-то, то не тот цвет пришел, то бракованное, то порвалось, то долго не сработало, да, сломалось. У кого-то здесь может вот как домовой балуется, вещи пропадают или ломаются, злится. Если, да, в момент домового, здесь бы подкормить его сладкостями какими-то, поставить туда, где не видит глаз человеческий. Бывает, кто-то ставит именно сладости, конфеты. Можете положить 10 штучек на верхние шкафы. Например, кухонного гарнитура. Сахар, рафинад можете положить. Как не слушается домовой. Показывают, идут какие-то заботы.
хлопоты, связанные с вашей карьерой, с вашими достижениями. Здесь будут лазить люди, какие-то люди, которые, скорее всего, вам врут или фальшивят, лицемерные, но это, опять-таки, их какая-то тоже защита. Жизнь научила их вот такими быть. Лицемерными, может быть, или одевать маску. Но люди таят в себе какие-то выгоды. Вы будете принимать уже решения более спокойно, обдумав, не как раньше. Потому что иногда, да, бывало, и напарывались не на тех людей в своей жизни, или ситуации как-то оборачивались не так, как думалось. А теперь вы будете все продумывать, стоит ли и что из этого выйдет. Вот даже как перед покупкой чего-то, не просто так наотмашь взяла, купила и ждете, а вот посылочку, например, да, с магазина какого-то, а вы еще проштудируете об этом информацию. Слушайте, здесь все ваши страхи закрывает какая-то радость. Какое-то радостное сообщение, радостное известие. Здесь известие может касаться даже беременности чьей-то или конкретно вашей беременности. Да? Кто-то резко может узнать о том, что беременный или кто-то родил. После каких-то слез. Здесь вас, как высшие силы, утешают, чтобы вы порадовались, заулыбались. Может быть, даже грусть на лице и отпечаток этой грусти на лице. Обвисшие, например, да, ниже, под глазами мешки. Или же синие мешки от усталости какой-то, от проблем каких-то, грузов каких-то. Вы пытаетесь все везде успеть. Все решить, все убрать, все, вот, знаете, до крошечки, до пылиночки. Что к вам спешит? Но я говорю, что-то, кто-то придет в вашу жизнь доказывать. Не такой-то я и плохой или плохая, как ты думаешь. Притом, знаете, человек фальшивый, негативный. Здесь показывает, у вас какая-то защита стоит или ограничен порог к дому от этого человека. В то же время здесь показывают меньше говорить, защищать свой порог дома. Да, и все у вас в жизни будет лучше, потому что здесь есть какой-то шкодливый человек, который вам элементарно может даже завидовать или пытаться вставлять палки в колеса. С кем-то вы, я говорю, будете ссориться, вплоть даже у кого-то может дойти и до драки или выяснения чего-то, но вам уже будет плевать. Плевать. Вы хотите это уже закрыть или этот разговор оставить в сторону. Вам уже не интересно. Вам, да, интересно уже что-то, скорее всего, другое. Вы будете понимать, что в этой жизни я живу один раз, и мне нужно наслаждаться этой жизнью по максимуму. Но будьте аккуратны, здесь дьявол. Да, может вас перехитрить или переиграть вас. Или ваше решение. Еще здесь показывают, что у кого-то здесь может просто возникнуть какая-то жадность. Жадность даже себя растрачивать на других. На людей, на эмоции, на любовь, на что угодно. Здесь открывается новая полоса в вашей жизни, светлая полоса, когда хочется петь, танцевать после какого-то затишья или после каких-то конфликтных ситуаций в вашей жизни. Женщина, которая ушла в работу, которая, знаете, мужчин держит вот как... Есть выбор, да, например, или же когда вы главенствующая фигура над мужчинами. То есть вы имеете право выбирать или же сказать кому-то «нет». Вы занимаетесь своими деньгами, заработком, ответственность здесь какая-то может тоже быть денежная. Или работа связанная, через ваши руки проходят деньги. Может быть, зарплату вы даете. Слушайте, у вас идет и поездка куда-то далекая. Через эту поездку вы вот как похорошела, помолодела или приехала свежа. Очень красиво,
очень ярко, с новой энергией. Вы, кстати, этой энергией можете лечить людей, тяжелые заболевания, да, именно внутренние, руками. Для вас это еще тайна. Может быть, вы занимались лечительством, даже психологическим, но здесь дело в ваших руках. Да, здесь может быть элементарно и массаж. Получение желаемых результатов касаемо денег. Оно все помаленьку шло, но именно с перспективой на будущее. Вам казалось, что так и будет помаленьку, но нет. Вы увидите вскоре какие-то перспективы, что я получу больше или заработаю больше. Слушайте, здесь так интересно, да? Кто-то вот как будто бы хочет, женщина, на вас повешать какие-то проблемы свои. Ну, здесь идет разговор или о помощи, но опять-таки повесить на вас, чтобы вы помогли. Она ручки сложила или своими делами другими занималась, да? Или же вот конкретно перекинуть на вас что-то. Вот какой-то груз касается, но так хитро подойти с этим. Вот как привести вам кролика, да, и сказать: слушай, можно день постоит, а потом уехала на неделю, а вы вот о нем стараетесь теперь. Вот знаете, так вот как-то, но это уже все заранее продумано, этот обман. Знаете, вы, я вижу, закроетесь от этой женщины или откажетесь. Причем здесь есть у этой женщины какая-то своя корысть, своя какая-то выгода, чтобы что-то не делать, да, вот слить на кого-то что-то, чтобы кто-то этим занялся, но устала она от чего-то. Нет, вы здесь не будете идти на уступки, на какую-то помощь. Вы своего нахлебались уже. Смотрите, вы ей не поможете. Да, тут посмотри за собачкой. Я всего лишь на день, да. А потом раз уехала и на месяц отдыхать в теплые края. А вы смотрите вот за собачкой. А вы откажете, но вы же потом плохая. Здесь может быть даже вот как обсуждение вас, да, вот что вы так поступили, но вы поступите мудро по отношению к ней. Здесь вот есть какое-то ее глупое поведение. Здесь идет такое, что вот она надеялась на вас, что вы такая простодушка, да, или женщина, которая подруга, может быть, да, ваша, или из коллектива кто-то, но что вы возьмете на себя это. С надеждой было. Реально вот, да, человек уверил, что вы вот в этом возьмете на себя, или что на вас можно что-то спихнуть. Но нет, тут оказалось, вы, знаете, не подверглись ее каким-то манипуляциям, так это назовем. И здесь на вас сразу же летит обида. Здесь, кстати, разговор может быть даже идти с кем-то у вас, да, что вы такая поступили плохо по отношению к ней, глупо повели себя. А почему это вы должны всем помогать? Здесь, кстати, может даже быть такое, что вы на нее как раз-таки будете злиться из-за той ситуации, что она на вас что-то хотела спихнуть. И правильно сделаете, помогу. Здесь не стоит людям давать, на самом деле, вот, да, здесь хитрые манипуляции идут именно. Что-то так, знаете, вот скользко, да, она не заметит, вот какое-то такое. Что вы что-то там не заметите, возьмете, да, и вот для нее сделаете какую-то выгоду. Ждет она, кстати, ждет она этого. То есть уже план у нее готов. Но вам и не стоит. Здесь вот показывает, именно не стоит ее подпускать. Потому что ничем хорошим это не закончится. Но здесь могут даже и прекратиться на какое-то время ваши отношения с этой дамой. Дальше что или кто к вам спешит?
Подсыл людей из прошлого. Кого-то к вам из прошлого подошлет, причем чтобы вы что-то вспомнили. Но это не просто, да, одноклассник написал или еще вот из давнего, может быть, прошлого, скорее всего, посыл этого человека. Потому что здесь на что-то, знаете, как внимание нужно вам обратить. Но не потому, что чтобы этот человек в вашу жизнь вернулся. Здесь не касается дела любви, здесь может быть даже дружеские отношения, подруга может быть, или одноклассница, одноклассник и так далее. Но здесь на что-то даст глубина вам понять о чем-то. Здесь, кстати, может быть даже вы встретитесь с человеком в жизни, да, будет застолье, может быть. Но это не просто ситуация, что человек в вашей жизни объявился, или встретите этого человека случайно, может даже. У кого-то здесь просто идет именно момент застолья и воспоминания чего-то из прошлого. Но опять-таки не зря. Нужно что-то будет вспомнить. А вот там будет лазейка какая-то, связанная с вашей какой-то перспективой или с вашей стабильностью. Может быть, вы что-то пропустили? Именно касаемо в жизни, и вам это еще напомнится. Укрепление даже каких-то, я бы сказала, да, денежных позиций. Но и так видно. Здесь еще подтверждение. Укрепление. Ну, тут еще подтверждение. Это весть из прошлого, так еще можно назвать, которая укрепит ваши денежные позиции сейчас. На будущее даже. Ой, здесь, кстати, к вам норовит подойти какой-то мужчина. Человек для серьезных отношений. Человек хочет с вами построить серьезные отношения. Здесь, кстати, может быть или признание, да, или приглашение вас куда-то. Но я вижу у вас разочарование в этом человеке, или человек вам не нравится вовсе. Да, у человека какие-то серьезные намерения. Человек может быть незрелый, и здесь прям подтверждает, моложавый или глупый, вот по вашему мнению, или же незрелый, да, ты еще росточек. Ну, а я уже маг. То есть здесь, кстати, и энергии такие вообще, небо и земля. Не под вашу стать этот мужчина, этот человек. Вы сами это понимаете четко. Так что здесь ошибок нет, не будьте, да, вы совершать какие-то ошибки глупые, например, касаемо входить в эти отношения и так далее, или даже просто насладиться моментом. Нет, вы вообще не хотите. Но здесь будет человек к вам проявляться, который вам, скорее всего, даже или неприятен совершенно, или который вам когда-то, может быть, сделал больно. Да, вы уже понимаете, какой он есть на самом деле. Но вы как-то воспринимать его не будете. Может, даже и всерьез не будете воспринимать. Спрашиваю, зачем? Помочь вам? Да, этот человек может даже проявиться с любовью, все, но вы можете именно воспользоваться моментом его помощи. Причем как бы карты настаивают, почему нет, да? Вам бы не то, что почему нет, это я уже. Здесь карты говорят о том, что это надо принять. А вам не хочется вообще этого человека даже не то, чтобы смотреть в его сторону. Но карты вот говорят принять. Но это не говорит, что принять, выйти замуж за него и так далее. Принять его какую-то помощь. Да, или он несет в себе для вас что-то позитивное. Касаемо, опять-таки, вашей деятельности, вашей работы, ваших финансов. Новость какую-то или идею. Блин, у вас люди такие идут, которые вам что-то все подсказывают. Не случайные люди, как вам может показаться, чего это ко мне подошли, чего на меня накричали, чего это со мной заговорили, почему об этом не рассказали и так далее. Тут какие-то, я бы сказала, даже это не то, что люди, а ангелы, которые вселились в этих людей и вам о чем-то вот говорят, подсказывают, ведут вас куда-то. Даже, может быть, кто-то вот конкретно убедительно вас заставляет что-то сделать.
пойти куда-то, сделать это и так далее. Может, несколько раз напоминает одно и то же. Или информация одна и та же приходит извне. Слушайте, здесь еще показывают, кто к вам спешит, тот, возможно, кто когда-то вам вредил. На данный момент человек неприятен, это женщина. И здесь, вы знаете, тут человек опять-таки тоже открывает вам на что-то глаза. Да тут все вам на что-то открывают глаза. У меня такое чувство, здесь пахнет практикой какой-то, да, или вот какими-то ритуалами, чистками и так далее. Потому что здесь все происходит таким образом, я бы сказала, опять-таки волшебным каким-то. Или же вот, да, вам даже на удивление. Как это так? Почему это так? Даже сами удивляетесь. Вроде бы как физическая жизнь обычная, да, я пойду сейчас за хлебом. Я спускаюсь, иду за хлебом, и все. И прихожу домой. И я уже понимаю свое будущее, да. Я сейчас хожу за хлебом, куплю хлеб, приду домой. Но нет же, по пути вы кого-то встретите, вам кто-то о чем-то скажет. Или застрянет лифт, или, да, не заведется машина. Вот какие-то вот именно странные, да, вроде машина новая, но она вдруг затормозила и не едет. Или еще что-то. Вот какие-то такие вещи. Тут кто-то пользовался практиками однозначно. И здесь я вам скажу момент такого, мудрость вам. Все эти ситуации, все эти люди, все, что происходит, это все вам дает вот как практику, как опыт, как, да, подсказки на что-то открываются глаза, вы это уже что-то лучше понимаете. Потом вы используете это в жизни. Понимаете? И ваша жизнь, она тем самым улучшается благодаря таким людям. Даже если это касается негативных людей, да, ваша жизнь вот как раз таки, как вы можете думать, что это сволочь поганые такие, да, а нет же, да, вы потом понимаете, что если бы не они, да, вот я бы не сделала то-то, не совершила бы то-то, не достигла бы чего-то и так далее. Здесь вот так вот оно идет завязкой, вот как цепочка. Слушайте, планомерно кто-то с вами хочет поругаться. Ой, тот, кто вас ждет, ну, а вас не просто ждет и плачет. Какой-то человек на расстоянии находится, вы его обидели, обиженка, да, или вы как-то высказались в его адрес, или же, да, ваши действия были ему по поводу него какими-то неприятными. Да, и человек сейчас на почве этого держит какую-то обиду. Вот здесь может быть так, что у вас тоже на этого человека имеется какая-то обида. Человек хочет вот в какой-то степени даже вот как отомстить, но месть, знаете, в чем заключается? Вот как я покажу, как меня... Здесь вот может даже идти речь о недолюбленности. Вы недолюбили, вы не полюбили, да, вы не согласились на что-то, вы отвергли человека. И человек, смотрите, пытается на фоне этого доказать... Это вот как месть. Я ей покажу. Да, что я на что-то способен, ты меня не оценила, оценила другая. Вот я тебе сейчас, да, утру нос. Вот, знаете, такие слова идут в потоке: зараза, зараза такая, вот что-то, но не совсем, может, такое, да, черным покрытием, а вот именно с такими проблесками: коза такая, зараза такая. Вот я тебе сейчас покажу, да, вот ты у меня увидишь, что вот я такой все же мужик, а ты меня недооценила в чем-то. Держит, кстати, свой факел, да, у него, как говорится, на вас все горит и встает, вот так вот, дымится. Он на вас очень сильно злится. Он вам, аж карта там с таким этим перевернулась. У него, знаете, внутри захлестывает обида и в то же время хотение вас, но все же недосягаемо, не поддаетесь. Не идете на его, даже не на его, а вот скорее даже не идете вы к нему. Вот он
хотел бы, может быть, даже были какие-то знаки внимания в вашу сторону, но вы нет. Или сами держите обиду. Да. Да, знаете, вам все же, с одной стороны, не то, что не нравится, держите обиду, но и вам, с другой стороны, по боку. Вы не хотите, я бы сказала, себя даже вот как закабалить какими-то отношениями. Вот вы понимаете, что какие-то отношения, любовь, там, морковь, это все вот как кабала, затянет как в болото, да, а потом выбраться из этого в случае чего сложно или невозможно. Поэтому я не хочу. Да, это как покрывать себя долгами какими-то. Обесценивать тем самым. Вы можете думать, что если я вхожу в отношения, я себя обесцениваю. Да, я уже не императрица, я уже, вот, как говорится, тряпка половая, да, или домохозяйка. Вот как-то так. Здесь даже, может быть, кто-то так вот конкретно думает. Ой, здесь какие-то подозрения в вас. Кто-то на работе, да, или в коллективе может замечать ваше улучшенное состояние, или что вы хорошо себе припеваете, живете, или вам на все хватает. Здесь вот как момент прослеживания ваших денег, или же как вы работаете, а заслуженно ли вы получаете. Может быть, вы там балду пинаете, да, на самом деле зарплату берете. Человек, который жадный до денег и в то же время сам по себе вот на этой же работе медлительный. Какой-то даже, я бы сказала, не просто медлительный, неповоротливый, но хочет все и сразу. А вы же покупаете себе что-то, вы себя наряжаете. Знаете, тут кто-то может даже говорить, что вы ходите, почему-то в школу идет слово, может, это в детстве тоже так говорили, что вы ходите куда-то, работа это или школа, или университет, красоваться. Красоваться, выпячивать что-то. Но скоро будет об этом слух. Или на работе, или вот здесь кто-то будет вот за вами именно вести слежку. Что слишком вы хороша. Или свежо выглядите, да, не видно по вам, что вы работаете. А вы можете не просто работать, а вкалывать. Но люди вот как-то замечают, вот, что вы или как работаете вот как коту под хвост, да, вот балду там пинаете, чай пьете, приходите на работу, ничего не делаете. Или прогуливаете, вот в каком-то таком плане. Но не совсем прогуливаете, да, что вы что-то хитрите там, чтобы меньше работать. Интересно даже. Перемены грядут, причем перемены связанные, опять-таки говорю, с какими-то переездами, дорогами, путями. Или, кстати, это может быть даже перемены из-за дороги. Какая-то дорога, может быть важная дорога, которая, вот я бы сказала, изменит вообще мировоззрение ваше, мышление ваше. А поездка-то не в одиночку. Здесь кто-то будет присутствовать в поездке, сильный защитник. Ангел, я бы сказала, берегиня, да, это может быть и мужчина, вот который вас от чего-то побережет, от какого-то удара, может быть, да, или же от чего-то такого резкого, убережет вас. Сильный человек, сильный духом, я бы так сказала. Смотрите, здесь может даже просто от какой-то дороги вас сильный человек отвести, да, вот. Просто не езди. Или да, давай съездим туда, но отвернуть от какой-то определенной дороги, чтобы с вами чего-то не произошло, не случилось по мячу. Вы еще будете думать. Но вы будете, знаете, не надо и все. Не надо.
Здесь кто-то может и повестись на эту дорогу, не послушать этого человека. Вот так вот 50 на 50, так это назовем. Кто-то может... Смотрите, если предстоит какая-то дорога и будут какие-то ситуации происходить, где вас как-то отвлекают, давай завтра на шашлыки поедем, а вы вот куда-то нацеленно там собрались, лучше, наверное, на шашлыки поехать. Здесь, кстати, энергия мужская идет. Или, в принципе, да, здесь еще разговор может быть о святом человеке, который молится постоянно, да, или часто посещает храм. Или человек может быть старше вас по возрасту, тоже отвлекать вас от какого-то пути. Вы еще обижены будете, слушайте. Вас тут отведут, а вы еще обижаться, губки будете дуть. Здесь кто-то и губки дуть, а кто-то вот именно попадет в ситуацию, неприятное слово, но жертва, да, по повешенному жертва. Кто-то вот именно влипнет в какую-то историю. Но причем эта история как-то разрулится. А вы еще, знаете, здесь есть такие люди, но вот это касается конкретно вас. Вы еще на этого человека будете обижаться, или что вы не послушали этого человека. Тоже может быть сожаление такое. Почему я не послушала? У вас были какие-то планы, но я вам скажу, если бы вы даже и попали туда, ваши бы планы толком бы не сбылись. Вас поэтому и отталкивало от этой дороги, от этого пути. Тут показывают траекторию вашей жизни в целом. Вообще вас ведут какими-то окольностями, да, не прямой дорогой, трассой, а вот какими-то окольностями. Что-то, да, вот как идет разговор о том, что вы чего-то не понимаете на сегодняшний день, и поэтому, да, будут окольности, а не прямая дорога. Поэтому ведут вас через прохождение чего-то, через проверки какие-то. Вот даже на работе, да, вас будут проверять, все что-то выслеживать, вынюхивать, даже, может, вы сами почувствуете, задают какие-то наводящие вопросы, например, да, странные вопросы, а вас в чем-то проверяют. Реально на работе могут даже проверять. Или как вы работаете. У вас вот как будто в целом проверки такие, испытания даются, дабы вы пришли опять-таки, ну, к лучшему, да, по императрице. Слушайте, сегодня весь расклад выскакивает императрица, это тут же жрица. Здесь вы можете включать свои, как говорится, вот эти вот тайные зналости, тайные умения. Именно касается это... Давайте не будем брать сюда заговоры и ритуалы. Давайте возьмем хотя бы, если на ритуал, то чистку. Если момент наступает убывающей луны, проведите ритуал чистки. А в такие обычные дни... Занимайтесь именно практикой с аффирмациями, что не несет в себе чего-то черного, да, несет в себе только положительные результаты для вас. Поэтому, чтобы вас вот так не мотало какими-то окольностями, чтобы вы, знаете, не обжигались об какие-то ситуации, да, вы можете работать с аффирмациями, чтобы это было более, как говорится, глаще проходить. Понимаете, чтобы не было каких-то именно острых, пока по голове, как говорится, не стукнет кирпич, не поймете, да, вот тогда стукнем вас по голове, тогда вы поймете. То есть какие-то острые ситуации, чтобы не происходили, вот как раз-таки воспользуйтесь именно аффирмациями. Пусть люди вас проводят, это очень хорошо, но не какие-то острые ситуации. Потому что здесь может кого-то вы не послушаете, да, и раз вот именно что-то случится, а потом будете жалеть об этом. Но опять-таки не предупрежден, значит вооружен. Вот так это скажем. А давайте посмотрим. Здесь показывают, кстати, выход на новый уровень или же жизнь с чистого листа. Что-то будете перекраивать по-новому. Давайте еще посмотрим, помогут ли вам аффирмациями сгладить ситуацию, острые углы. Потому что сложновато что-то у вас тут так все. Да,
Да, но вас будет испытывать дьявол. Смотрите-ка, вас не отпускают, вас вот все-таки хотят покрутить. Но насчет да, это да, гладких углов. Но здесь могут такие приходить испытания, вот как, да, например, алкоголь это зло, да, а вам предлагают алкоголь, а вы вот будете, да нет, спасибо, не хочу, да, вот, или же тянет, хотела бы, да, вот и колбасить, ну ладно, одну рюмочку можно, ага, попались, потом вообще урок прилетает, понимаете? Тут вы что-то на самом деле можете на сегодняшний день не понимать, что поэтому вот так вот сыпятся вот эти какие-то уроки, я бы сказала. Но все же вы придете к общему знаменателю. Это касается финансов, деньги, благополучия. Здесь даже вплоть до изобилия. Туз пентаклей и дама пентаклей. Да, это говорит о том, что вы для себя получите, урвете в этой жизни огромный куш благодаря прохождению каких-то испытаний. Опять-таки. В единственном числе это вы. Вы это получите не с помощью кого-то, да, конкретно рядом стоящего, а вы сама. Может, даже открытие своего бизнеса. Ну и что вы в паре? А вы открыли свое что-то, или открыли свой канал, или открыли еще что-то. Да, у вас открылись все двери, открылись перспективы, открылись возможности. Здесь поток изобилия у вас идет в ваши руки. Сразу говорю, здесь кто-то вот именно... Вот как у вас появляется что-то, появляются именно такие фальшивые люди около вас. Улыбаются, мило, но, знаете, вот, как говорится, точат зуб, завидуют. Да. Тут момент еще идет подруг, близких друзей. А помнишь, да, я же твоя близкая подруга, а помнишь, я тебе помогала, а помнишь, да, вот какие-то свои начинают вытаскивать правоту свою, что вы тоже взамен поделитесь чем-то, причем крупнее, нежели дали они. Получите какое-то известие, связанное с вашей мечтой. Вы об этом мечтали. Здесь, кстати, даже кто-то может получить какую-то посылку, да, с чем-то, о чем вы мечтали. Я подержать хочу это в руках. Неужели у меня это в руках? Такая радость идет. Тут такое даже, я бы сказала, у вас будет такое настроение, что вы с кем-то начнете этой радостью делиться, рассказывать, показывать. У вас прям вот такое именно извержение этой радости. После этой радости вы оставите впечатления какие-то у других людей, которые будут завидовать или переживать, почему вам так везет. Но кто-то начнет заниматься собой. Именно тоже я хочу, как у нее, и мне нужно для этого прикладывать какие-то усилия, то есть работать, да, именно умно подойдет, не просто сидеть и завидовать, да, и козни какие-то делать, а реально человек в какой-то степени позавидует, но тут такая легкая зависть, тоже бы хотелось, но все же человек будет для этого что-то делать. Вот так вот. Так, еще достанем, посмотрим. Слушайте, вы под покровительством высших сил, бояться вам нечего. Если вы все же на пути решения чего-то, да, на развилке какой-то, то здесь есть момент, почему бы на самом деле не почиститься, почему бы не помолиться, не попросить, не взглянуть на небо, что мы делаем очень редко в нашей жизни, и не попросить высшие силы помочь разрешить ситуацию именно благополучно для вас, да, и получится у вас. Это сработает. Вот только попроси, и это сработает. Здесь, кстати, опять я говорю, ваша жизнь начнется скоро с чистого листа, по-новому, по-другому, совершенно иначе. Нулевое. Аркан еще говорит, когда зарождение новых чувств, новых эмоций, новая работа, новое место жительства. Здесь вот грядут перемены по 13-ке, да, как мы видели. Вас будут очень много обсуждать люди, которые будут уже далеко на расстоянии от вас.
Или, скорее всего, здесь просто сменится целый круг вашего общения в целом. Здесь на самом деле обратитесь к молитвам и будете услышаны. Вот такой вот был на сегодня расклад. И спасибо всем, кто был на сегодняшнем раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.